Вітаю вас у ефірі Рацыя. Што будзе пры Трампе? Як скончыцца вайна ва ўкраіне? І ці не пачнуцца баявыя дзеянні ў Беларусі з гэтай нагоды? На сувязі са студыяй чалавек, які цудоўна разумее алгарытмы міжнароднай палітыкі. Гэта аўтарытэтны эстонскі аналітык, палітык Арне Виедла Тервітуза. Тередере. Рацыя. Арне, ну я перакананы, што вы раскусілі Дональда Трампа ўжо даўно. Вось тое, што яго выбралі. Для Беларусі гэта добра, гэта не добра. Можа, нешта ў Беларусі пачнецца з гэтай нагоды, як вы думаеце? Мы, в общем-то, знаем, как Трамп себя ведет, что ему интересно, что неинтересно. И, можно угадать, что Беларусь не его приоритет. Единственное, что я могу предупреждать. Тут у нас ходят всякие Тихановская, такие всякие люди, странные, конечно, очень странно в прошлом. Тоже они за Крым, тоже они за Путина. Ну, такого Тихановская не казала ніколі. Ну, вы скажете за Крым. Она это сказала. Она сказала это прямо на пресс-конференции. Да, вот это она успела сказать. Что, да, нам вот особые отношения с Россией, Путиным. Все это она успела сказать в свое время. Просто люди, забывшие, они ничего не помнят. Я историк, я это все сам видел и знаю. Но вопрос в другом, что, конечно же, что с этими людьми будет? Это ведет одной вещи. Они могут заинтересоваться деньгами. Куда дели деньги? И наша Тихановская здесь, конечно, под большим ударом. Думаю, пойдут за ней. Не только за Зеленским, не только за украинскими какими-то странными деятелями, а пойдут и за ней. Будут спрашивать, где деньги. Диктатор, конечно, попытается спасти свою шкуру, бегать, хочет получить гарантии, хочет чтобы его утвердили на этом посту, снова на посту Беларуси. Хотя все говорят ему, чтобы уйди. Но он не хочет. Но вы должны понять, что здесь, конечно, хитрость всегда, очень большая такая хитрость. Ну, хорошо, я диктатор, я снова назначаю себя президентом. А дальше что? Что, Москва будет тебя финансировать, деньги давать, что ли? Ну, они уже говорили, что тебя не хотят финансировать. Ну, явно давая намек, что надо уйти. Но он не уйдет, значит, денег не будет. Да? Но понятно, что навязывая очередной раз себя белорусскому народу и миру, ты ничего хорошего не получаешь. Но что касается, конечно, Трампа, просто его интересы явно не в Беларуси. Ну, Арна, а я можна з вами не пагаджуся? Таму што ў 20-м годзе у іх быў інтарэс да Беларусі. Вось у Беларусь прыязджаў Пампео, якога, дарэчы, на жаль, пракінулі, так? Эксперт па Беларусі. Ну, яны ж бачылі важнае увогуле становішча геаграфічнае Беларусі. Наканечнік расійскай агрэсіі. Прыязджаў, Лукашенко яго пракінуў. Ну, тады Трамп не мог там Лукашэнкам заняцца. У іх былі выбары фінішныя, прамая, 5-10. І вось Трамп вяртаецца. Лукашенко яго тут же полюбіў так, больш чым Великую Отчынную войну. Кажа, што Трамп это мощь. Кажа, што подзвіг совершил, так? Подлізваецца ўсяляк. А вы кажаце, што не будуць увагу на Беларусь звяртаць. Ну, важное значение займае территория. Нет, конечно, у него всегда это не было в приоритетах, и мы видели это в 2020 году. Люди просто забывают, что это такое было. Но это был обычный американский план, так называемый софт. Дело в том, что не было никакого желания что-то изменить в Беларуси, а была боязнь изменить статус-кво. А что будет, если бы Лукашенко не будет? А может быть, будет хуже. И поэтому такая вялая поддержка, конечно, белорусского народа и все это, что случилось. И, конечно, Трамп виноват. Потому что надо было вести себя совсем по-другому. Но вот у них были такие фантазии, что что случится, если Лукашенко будет, может быть, будет хуже. И это вело к тому, что вся эта борьбу сильно не поддерживали и шли так называемый софт. И Нуланд, и Тори Нуланд, который отвечал Госдепартамент за эти вещи, вот провел это все, что будем поддерживать конференции, медиа, там еще что-то такое, софт будем поддерживать.
Танцуйте и пейте, как бы. Вот мы будем вам как бы, этому помогать. Фактически это до сих пор как бы продолжается. Там денег больше, денег меньше, это другое дело. Но, в общем-то, вот поддерживают софт и не хотят никаких изменений. Боясь, что если будут изменения, а может быть, Путин там еще что-то еще больше получает, чем до сих пор получил. Как будто бы он мало получил. Но им кажется, что это еще как бы не самый худший вариант, что есть сейчас. Так что вот такая вот видение как бы, ситуации в Беларуси. Рация. Арна, ну вы так говорите і про Естонію, што не вельмі важная краіна. А ваша экс-прэм'ерка Кая Калас хутка зойме адзін з ключавых пастоў еўразвязе. І Беларусь, вот калі нападаць на Кіеў, то гэта з Беларусі, на Польшу з Беларусі, на Сувалкаўскую прастору, хоць вы не верыце ў такія сцэнары. Ну, во-первых, что там они танцуют вокруг Украины? А да очень просто, они как бы хотят уменьшить госрасходы в Соединенных Штатах Америки. И Украина это прекрасная возможность, если закончить как бы войну, там можно там эти миллиарды, сотни как бы сэкономить. Конечно, Помпео, который не стал министром обороны, На жаль. это очень плохо, конечно, но там он успел там сказать, что, в общем-то, план такой, что если говорить о вооружении, будем дать 500 миллиардов Украине, но только через ленд-лиз, потому что понятно, что если ты даешь бесплатно, то Украине это как бы так исчезает, конечно. И понятно, что нынешняя администрация как бы очень строго будет в этом плане. Они просто не хотят поддерживать украинских воров, конечно, уже это всем надоело. И они не будут так действовать, как было до сих пор. Что касается России, здесь тоже Трамп, так сказать, в газетах, такими намеками, там, всякими разговорами, не прямым текстом, конечно, Трампа, все успели уже сказать. Но дело в том, что Трамп уже показал, что он в состоянии довести цену на нефть не на ноль, а негативную цену. Минус. А люди забыли, что в мае 2020 года нефть даже не стоил ноль, а стоил минус. Это для Беларусі эканамічная катастрофа, это обвал экономики. Что это будет для России? Вот для России это будет катастрофа, потому что он производит нефть и газ. И понятно, что ведя такие разговоры всякие, там, что он будет ЛНЖ там, открыть в Аляске, там Кингстон может быть работать, там еще, это именно эти угрозы. Что если Путин как бы, вот, не, ну, почему мы вообще Путин не договороспособен, он не способен на сделку, а именно это Трамп хочет. Сделка, делаем сделку, договоримся. Но Путин не в состоянии это делать. Он такой странный как бы, человек. Он всегда несет свое. Как бы. Что-то он несет там. А это все неправильно. Это все как бы вредно для России и так далее. А он все равно несет. Понимаешь? Это такая странная обстановка. Поэтому Трамп фактически пошел уже на угрозу. Это вот первая угроза, что он вот этот нефть делает негативным цену. И как бы вообще там в России ничего не будет. Второе, что он сказал, что не он сказал, а, так сказать, это в газетах, что вот что он как бы думает. И он говорит, что да, у нас есть в том числе и военные. Что такая Россия? В военном смысле. Что-то слабая, очень слабая в военном смысле страна. Все истрачено, все как бы погублено в этом как бы борьбе России. А Соединенные Штаты мощная военная страна, техническими возможностями и так далее. Неоднократно это показали. Но помните... Особливо в Афганистане, коли им талибы дали пинка под зад. Это вы путаете оккупацию и сражение. Это разные вещи. Там оккупация какой-то территории, это совсем как бы из другой области. А что касается сражения, ну вот люди уже забыли, что Путин приказал пригожинцам захватить одни нефтевышки Сирии. Американцы говорили, там сзади была база, они говорили, не надо делать. Не надо это делать. Но Путин приказал, и тысячи этих пригожинцев там ринулись на эти вышки.
но они были уничтожены за минуты. Никого не осталось. Вот это Россия, ничего нету, ноль. И Америка может это просто так как бы снестись как бы вообще. Люди забыли, что уже говорили высокие американские генералы, что они в состоянии уничтожить ядерный потенциал России простыми бомбардировками. Да, они это сказали, поверьте, они не болтают. Вот в таком состоянии России на самом деле. И Путин с этим играет. Это вызывает очень большое беспокойство, конечно, российской элите, потому что они понимают, в каком состоянии Россия, как она слаба. А Путин толкает его, конечно, в пропасть своими безумиями. Просто мы должны быть реалистичны, оценивая вот возможности Украины. Но уничтожено такое количество людей, уже людей нету, чтобы куда-то где-то посылать. Поэтому, конечно, Трамп, очень реалистично оценивая, конечно, хочет побыстрее это час закончить. Есть в Украине люди, которые, конечно, хотели бы еще больше вооружения, еще больше денег, но не для того, чтобы освободить территории. Для совсем другие у них идеи. И, и вы думаете, что американские конгрессмены, которые получают доклады от ЦРУ, это не понимают, что ли? Они это понимают. Они дали бы это вооружение деньги, если бы шла конкретно освобождение территории. Если это не происходит, а дают возможность российским войскам спокойно идти на границу Донецка и Луганска. Ну что, кого вы дурите? Это Арне, ну наивно. якое там узбраенне? Знішальнікі не далі, неба не закрылі. Сістэм супрацьпаветранай абароны не хапае, разбамбілі ўсе Да, согласен. теплоэлектроцентралі. Что это за дапамога Захада? Вы так кажаце, быццам яны на справе Нет, дапамаглі. нет, Это не дапамога. Россия нет, пераможцам, можна сказаць, пры замарозцы выходзіць. ну Адхапілі да, кавалкі тэрыторыі. Ну, вось зла это ўзмацнілася. Кітай ручкі пацірае, што іхны таран паддэстабілізоўвае Захад. Ну і дэстабілізавалі часткова, напалохалі. Я, ведаеце, калі не спраўдзіцца сцэнар, что Трамп там обвалит экономику России, но это беда, это будет великая стратегичная помылка, потому что подпомпуют цяглицы, Пекин дапаможа, и новой войной вот на вас. Адразаць вас ад заходняй цывілізацыі па сувалкаўскай прасторы. Таму, Арне, калі яны гэтага амерыканцы не разумеюць, трэба тэрмінова званіць сваім людзям. Вот у нас у беларусаў хто там? Кушнер-землячок, каранізнага грудка, такая ёсць Піпко, прэс-сакратарка там у Трампа, былая фігурыстка, таксама вот беларускага паходжання, яўрэйска-беларуска. І ледзьве не выбралі кангрэсмена Беларусі, рэспубліканец, дарэчы, но не выбралі. Трэба тэрмінова званіць і казаць, іначай гэта ўжо фізічная пагроза для еўразвяза і для ЗША. Я вельмі спадзяюся, што яны гэта разумеюць. Что касается, скажем, вот все эти разговоры, там, война в Балтийском регионе и так далее. Здесь уже американцы все сказали. Вот американское верховное руководство армии все сказало, что если вот такая, то мы вообще стерем с лица земли Калининград. Люди не понимают, в Калининграде уже ничего нету. И нигде ничего нету. И у Беларуси ничего нет. У них ничего нету. А американцев есть. И они все это будут уничтожать просто. И ничего не останется. Вы маете на увазе войсковую компоненту, ничего нету, так? Видите, но был там, но Путин что-то там дергается, там, создал в Луге новую военную часть. Корпус. Но случился курс. Надо было найти войска. Направили этих бедных, но в созданную военную часть туда в курс, где они и легли. Ничего нету. Финская разведка каждый день ведет разведку территории. Там ничего нету. Ноль. Это и есть Путин. Болтовня, блеф. Они там слабеющие Украины там борются там и выходят там на эту линию, там границу Донецка и Луганска. Вот и все, что они могут. Конечно, можно говорить, что Запад дал еще мало Украине. Но вы должны понять, что это такая очень конкретная вещь. Мало, не мало, но а идут доклады от ЦРУ. Сколько украли, сколько дали, кто получил спину пулю. Потому что просто продали.
Ну и так далее. Так, ну, все равно докладывать же. Вы думаете, что эти конгрессмены просто так там орут, кричат недовольно. Они получают просто доклад от американских спецслужб. Они как бы вот докладывают, у них этих агентов там в Украине сейчас много. И поэтому и нет желания уже как бы вот нас Зеленский так вот все сделал, как бы, что как бы, и нет желания уже там особенно помогать. Ну и Трамп, конечно, будет на всю катушку это как бы использовать как бы, эту ситуацию, чтобы давить на Зеленского, чтобы там вести дела так, как он хочет, конечно. Видите, это не значит того, что мы признаем оккупацию. Я говорю, как бы, исторической перспективе вполне может быть, что сама Россия откажется от этой территории. Не сейчас, конечно, но через какое-то время. Надо действовать, как бы, исходя из того, что у нас есть, и очень рационально как бы действовать. А если идея такая, что ой, какая хорошая война, сейчас война все спишет, будем красть, что можно. Но вот такой логики, конечно, ну, там, это не защита своего государства и народа, это безумие. Рация. Мне здаецца, Арне, што вы недооцениваете вот Беларусь, так? І вы ж гаворыце, што нічого нет, это маецца на ўвазе, мы ж тут збіраемся першай краінай свету быць. Вы маеце на ўвазе вайсковую кампаненту, так? Што вы думаеце пра ваенныя сцэнары? Все-таки гучала інфармацыя пра ядравую зброю ў Беларусі. Вучэнні Захад 2025 збіраюцца праводзіць. Капталі надразаць ад заходняй цывілізацыі у тым ліку. Ну, збіраюцца это праводзіць. Ну, для чаго? Ці можа ў Беларусі вайна пачацца, як вы думаеце? Но это напоминает мне как бы все эти старые идеи, как бы, когда был развал Советского Союза. И ядерный потенциал осталось как бы на территориях как бы стран, которые как бы уже Российской Федерации никакого отношения не имели. Какая была гибрид? И поверьте, как бы, все эти разговоры о том, что там что-то там поставить на территории Беларуси, Республики Беларусь, это тоже такая большая проблема. Вы должны быть очень уверенными как бы, в политической системе как бы, этого места, куда вы все это хотите поставить. Потому что это не такая простая вещь, поэтому больше здесь разговоров, болтовни, чем как бы, реальность. А реальность совсем другая. Вот летает там в небе Беларуси иранский шахет. Летает и летает. Как бы русский, конечно, шахет там, но и иранское производство. Что он там летает, там, куда он хочет ударить? Прытым перыядычна, праз дзень ужо. То ли он хочет ударить избирательный участок как бы, во время выборов, то ли прямо на Лукашенко. Собственно, Лукашенко нервничает, как мы знаем. Он по поводу этого нервничает. Мы говорим, там, что Беларусь что-то может. Он не может вот, справиться, шахедом не может справиться. А мы тут говорим, что что-то есть. Но Лукашенко это, конечно, такая фигура, что ну, дает как бы, там, бас. И этого Лукашенко не будет. Никто не будет его поддерживать. Мы прекрасно это понимаем. У него нет никакой поддержки в Беларуси. Это просто вот диктатор, который там держится за кресло. А реальной поддержки этого человека нету. И не будет, конечно, когда, конечно, там наступает какой-то кризис. Поэтому он не дергается, он, видите, как ходил там Путину, дай там какой-то знак, что я могу кандидировать там. Дай денег, конечно, чтобы... Ну, дали знак ему, дозволили, все, Лавров сказал, давай. Нет, ну, как бы, конечно, ничего такого не было. Никто ему ничего не сказал. Получилось так, что как бы, он как бы нахально вышел, а Москва как бы ничего не говорит. И, конечно, здесь просто вот эти знаки, денег не дают, но если денег не дают, значит, как бы не очень как бы, отношения, понятно. Так что пока он импровизирует, навязывает себя, попытается быстро провести, вот считает, что есть такая историческая как бы, возможность у него, давайте это используем, еще навязываем свою кандидатуру, так сказать, народу. На самом деле это, конечно, не так. Конечно, и в Москве хотели бы, чтобы там появилась какая-то перспектива для них, конечно. А негодяй Лукашенко это все губит, ничего не понимает, хотя как бы, доходчиво объясняют как бы, ситуацию. Так что, наоборот, все эти как бы,
вот вокруг Лукашенко, это все-таки такая неприятное как бы, окружение всякими там проблемами, подвохами. Но что делать? Видишь, он тоже такой же диктатор, как Путин, хочет править до конца жизни, как бы, до смерти. И ведет этот план. Арне, магчыма, вы не сочыце так от пільна, так? Ну, з выбарамі ў Беларусі все гладко. Я вам коротко расскажу. Лукашенко сказаў, што я бы уже не хацеў там узрост, здароўе. Да. Ну, калі, если народ скажет «надо», то все, пойду. И тут же самые великие демократы в Беларуси, военные, пожарники, наставницы в школах, библиотекарки, пошли записывать видео, пропагандисты. Надо. Ну, добре, пойду на выборы. Ну, знайшлі яму кампанію там, значыцца, сапернікаў, таксама паважаныя людзі з міліцыі, военны быў, ужо зняў сваю кандыдатуру, всякія чыноўнікі, там, лідары партыі, ноунеймы, мы не ведаем ввогуле пра гэтых людзей, людзі глядзяць на фотаздымкі, як на карціну ў музеі, таму што ў першы раз чуюць, так? Хтосьці ўжо здымаецца, і все вельмі проста, ім напишуць процент 1,5, апозіцыянерка ёсць там канапацкая, ну нібыта ролю такую іграе, а Лукашенку напишуць 90 ці 95, безумоўная падтрымка. Вы на што намекаеце? Што падчас гэтых так званых выбараў Беларусі могуць здарыцца нейкія сюрпрызы? Я говорю, что как бы ничего уже не можем, вот шахед там как бы летает на небе. Ну, то ли ударить, то ли не ударить. Вот Лукашенко что-то там забоялся, что хотят ликвидировать. Ну, вот такая вот обстановка. А вы говорите 90%. Ну, как бы, ну, пусть кандидирует, конечно, получается 90%. От этого как бы, отношение внешнего мира как бы не меняется к нему, а думаю, еще ухудшается, конечно. Но я вот говорю, что Трамп, конечно, не очень интересуется, что там в Беларуси происходит. Но, тем не менее, конечно, есть и другие игроки, конечно, и это ведет к тому, что все-таки такое вот отношение к режиму и просто возможности этого режима как бы, выживать, там, дать своим людям что-то как бы уменьшаются. Так что это как бы перспектива. Ну, шахеды лятаюць, Лукашенко нервуецца. Пры якім сцэнары гэты шахет можа залупіць па Лукашенку? Но это, видите, Путин решает, там, что у него там шахеды, конечно, делают. Сейчас чувствуется, что, я это уже говорил здесь, я еще раз говорю, что Путину сложно заниматься как бы, так в Беларуси, как он хочет. Он ведет войну, он разорил Россию. Денег нету, прям нету. Там уже финансовый кризис России, как вы слышали уже. И еще как бы ввязываться в истории Беларуси, чтобы туда дать денег, это как бы не хочется. Очень не хочется именно нынешней ситуации. Поэтому как бы, ну, там диктатор не хочет там внутренних изменений, но как бы он может как бы там прозябаться еще какое-то время, этот Лукашенко. Но понятно, что у России ныне, конечно, все же есть возможность контролировать эту ситуацию, что касается Беларуси. И они считают, что у них достаточно сейчас времени, чтобы рулить этой ситуацией. Так что такое вот положение. Но я говорю, что они еще более оптимистичны, потому что они знают, что как бы, Трамп может ввязываться как бы, история с Беларусью только тогда, когда он хочет давить на Россию, да, через как бы, Белоруссию тоже. Но будет ли он это делать, это очень еще как бы, большой вопрос. И до сих пор была вот всегда такая ситуация, что давайте статус-кво не меняем. Это была позиция немцев, это была позиция Америки, Франции. И поэтому вот эта такая длиннющая белорусская история, где было достаточно протестов, достаточно как бы общественного как бы такого протеста. Но тем не менее как бы, Запад вел себя крайне вяло. Рация. Такая фраза прагучала, што ў Беларусі апроч Лукашэнкі яшчэ ёсць нейкія фігуры. Ну, вы ведаеце, суб'екты дэмакратычныя, там палітыка ў персаналі. Ну, што это за фігуры у Беларусі апроч Лукашэнкі? Белоруссия, конечно, не супердержава, но все-таки
для европейского пространства это там большая страна. Так, как бы, должны понять это. Как бы, есть разница. Там мир, как бы, а если мы Европу смотрим, вот это Беларусь тоже как бы не маленькая страна. И, но не было в Беларуси никогда как бы проблем человеческим ресурсом, скажем так. Люди есть, талантливые. Конечно, они свои таланты реализуют сейчас не в Беларуси и очень успешно стали миллиардерами. А вот как Якими бы, бригадирами? миллиардерами. А, миллиардерами. Вот они уехали, молодые люди, там, как бы, даже не 30 нет. Приехали в Лос-Анджелес, там, стали миллиардерами. Как бы, вот так. Так что людей хватает в Беларуси, талантливых, как бы, все они умеют. Как бы. И, конечно же, если вот вместо Лукашенко были такие люди, конечно, жизнь в Беларуси была совсем как бы другая. Но такой опыт с этим Лукашенко, конечно, такое разочарование, конечно, такой катастрофа организовал этот человек. То понятно, что как бы, то вот в таком как бы, варианте уже совсем как бы, невозможна эта жизнь в Беларуси. Для людзей, якія хацелі бы Беларусі пераменаў. Мне нешта падказвае, не маем сацыялогіі, што такіх людзей большасць у Беларусі, так? Ну, баяцца вайны, ну, канешне, хочуць пераменаў. Нармальныя таленавітыя людзі у Беларусі. І такое пытанне да вас. Все ж таки, я так і не разабраўся. Ёсць нейкія добрыя варыянты, што кароткатэрміновай перспектыве там ці хаця б сярэднетэрміновай могуць быць пазітыўныя сюрпрызы ў бок дэмакратыі, пераменаў, што все ў Беларусі стане лепш. Як вы думаеце? Дело в том, что, конечно, все зависит от, что касается Беларуси. Ну, конечно, есть народ, он может восстать очередной раз, но мы же знаем, как бы, что об этом Илларионов неоднократно говорил, что если нет внешней поддержки, все-таки подавляются как бы, любые такие как бы, вещи. И, ну, скажем, 2020 года не было этой внешней поддержки нормальной. Поэтому это так закончилось. А если была поддержка, Лукашенко бы упал, конечно. Так что вот это внешний фактор играет очень большой роль. Скажем, если бы менялось бы российское руководство, да, и менялась бы позиция Беларуси в этих отношениях. Сейчас просто это все исходит от Путина. У него свои фантазии Советского Союза и так далее и тому подобное. И он этим хочет очень заниматься, там что-то там геополитикой, что я там все руковожу миром, ну и так далее. Такие странные, как бы, абсолютно нереалистические фантазии. Но он это как бы хочет, и поэтому это все происходит. Приходит новое руководство России, другое дело, конечно, вот, будут другие приоритеты, конечно. Вот пассивность Европейского Союза очень много связано с тем, что вот они видят вот эту агрессивность Кремля. Если эта агрессивность падает, у них это и вот их позиция такая, как бы такой вялой как бы позиция, будет меняться, конечно. Вопрос, конечно, что хочет там Соединенные Штаты Америки. Он большой друг Ильхама Алиева. Он строил Трамп Тауэр в Баку, и у них хорошие отношения. Ну, Ильхам Алиев, конечно, очень опытный дипломат, очень, как бы, очень удачный как бы, политик, конечно, и он умеет это все делать. Трампом тоже у него хорошие отношения. Но есть у него у Алиева один клиент. Это Александр Ягорьевич Лукашенко. Конечно. Но, как я понимаю, в том числе вот Лукашенко ходил Алиеву только что, чтобы там еще там поднять эту тему, что пусть Трамп меня тоже поддержит побольше, конечно. Но я не думаю, что это как бы вообще возможно, конечно. Пры сцэнарах абвалу расійскай эканомікі, калі рэальна просто ў мінусавы баланс загоняць цэны на нафту. Што ў Беларусі можа пачацца? Можа быць варыянт эканамічнага абвалу. Я разумею, што вы не эканаміст, але дасведчаны чалавек. От эканамічны абвал варыянт проста не ведаю. 91-го года, а то і горш. Можа такое быць, ці пранясе, і з вайной пранясе, і все будзе нормально? Ну, конечно, Беларусь так связана с Россией. Сейчас Россия очень много покупает из Беларуси, конечно. Какие будут как бы, вот, возможности оплачивать какие-то вещи, если будет очень большой кризис
России, там все идет на рублики, там валюты нету, как бы, а они будут и товара, конечно. Ну, в общем-то, будет как бы сложно. Просто я всегда говорил, что ну, если вы хотите хотя бы что-то как бы, там делать с Россией, ну вот оккупируйте Приднестровье, не слушайте молдаван, а идите, как бы, Украина, вот и идите, оккупируйте. Это будет большой удар для Путина. Или там, если Украина хочет там, как бы, что-то еще, как бы, давить на Россию, дестабилизируйте Беларусь. Это тоже, как бы, такая вот возможность есть на самом деле. Но они сделали операцию Курск. Я не говорю, что это плохая операция. Это нормально все. Другое дело, что сколько у Украины сил. Но сил немного, конечно, да, мы понимаем. Но вот стратегически, да, вот есть такая вещь. Дестабилизации Беларуси, чтобы давить на Путина. Ну, это Если варыянт войны в Беларуси. Гэта, конечно, люди ну, бы не это не хотели. война, это далеко от войны. Это не война, понимаете? Это не война. Вот это суверенное государство, и что там происходит, его дело, но можно делать так, что что Беларусь дестабилизировалась. И этот вариант может быть, если Путин, конечно же, не прекратит это безумие, не прекратит убивать украинцев массово. Если он это не прекратит, даже такой вариант может появиться. Хоць это варыянт, які можа вельмі яшчэ больш рассварыць беларускія і украінскія народы, і ў стратэгічнай перспектыве это можа быць вялікая праблема для пабудовы новых геапалітычных цэнтраў. Шаноўныя гледачы, я думаю, што вы самыя зробіце высновы з гэтай размовы. Сітуацыя вельмі турбулентная, сітуацыя вельмі невызначаная. Я думаю, з гэтай размовы гэта відаць. Ну, все-таки для нас ёсць сітуацыя непрадказальная, нейкія сцэнары, у тым ліку пазітыўныя, для нас ёсць і вырашальны момант, магчыма, ўжо хутка наступіць. Арне, дзякуй вялікі за ўдзел у гэтым выпуску. Спасибо. Всего хорошего.